Я приехала в Париж с группой московской. И вдруг ко мне пришла в грим-уборную, пришла переводчица Анна Максимовна, которая знала и Рудика, и работала с нами. И говорит, при всех других актерах, и говорит: Алла, вас на сцене ждет и очень хочет видеть Рудольф Нуреев. Я решила, что это шутка, и говорю, что, ну, Анна Максимовна, пусть подождет. Спасибо большое, что вы мне об этом сказали. Она говорит: нет, я серьезно вам говорю, что Нуреев вас ждет. Он просит очень, чтобы вы пришли на сцену. А нам было запрещено с ним встречаться и общаться, естественно. И я говорю: ну, хорошо, Анна Максимовна, я пойду. Я пришла на сцену, вышла из первой кулисы, и вдруг смотрю, что у последней кулисы с другой стороны стоит Рудик. Я пошла к нему и, не понимая, что сказать, я говорю, что Рудик, а ты не жалеешь, что ты не станцевал легенду? Он так сказал: Алла, я много о чем жалею, но сейчас я просто хочу вас видеть и хочу вас просто с вами поговорить. Это была довольно сложная такая, ну, тяжелая встреча, конечно. После чего он сказал, что вы не можете поехать со мной в ресторан. И при всех трудностях, которыми мы были окружены, я сказала: хорошо, Рудик, я поеду. И вот мы весь вечер просидели с ним и с его друзьями в каком-то маленьком очаровательном кабачке. И тогда вот говорили о тех вещах, которые мучили его, и о тех вещах, которые мучили меня, которая продолжала танцевать в Кировском театре. И никогда бы не оставила, потому что для меня вот слово «родина» – это не просто родина, а это родина. И я не могу, даже я не могу сказать, что родина – это вообще был Советский Союз. Родина – это был Ленинград, в котором я родилась, выросла, в котором в Петербурге, в Петрограде, в котором жили мои бабушки. Для меня это было очень близко. У Рудика таких связей не было. Он все-таки приехал из Уфы, и у него было другое к этому отношение. Но говорить об этом с ним было и интересно, и спорно. И я понимала, что он страдает, что он очень тоскует без России.